Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на 45-й урок. Тема урока – репортажи в газету «Лесные новости». Упражнение 1. Послушай весть из леса. Скакал заяц по болоту с кочки на кочку и упал в снег. Чувствует, что у него под ногами что-то живое шевелится. Вдруг из-под снега стали вылетать белые куропатки. Испугался заяц и кинулся опять в лес. Оказалось, что целая стая белых куропаток ночевала на болоте. Днем они ищут корм на болоте, а ночью куропатки залезают в снег. Там им тепло и безопасно. Кто их под снегом заметит? Давайте ответим на следующие вопросы. Понравилась ли тебе эта весть? Будет ли она интересна ребятам, если разместить ее в газете? А какие интересные истории про животных ты знаешь? Выпиши из текста выделенные предложения и составь схему. Задай вопрос одноклассникам, требующий оценки поведения белых куропаток ночью. Весть довольно интересная. В ней говорится об интересном факте, что куропатки спят под снегом. Второе. Я думаю, что это очень интересно. Третье. Днем они ищут корм на болоте, а ночью куропатки залезают в снег. Схема номер 1, схема номер 2. Упражнение 2. Прочитай письмо «Весть». Здравствуйте, ребята! Есть люди, которым я не очень нравлюсь. Они говорят, что у меня сердитые глаза и что я летаю по ночам, а днем сплю в своем дупле. Но они, наверное, не знают, что мы, совы, за лето уничтожаем тысячи мышей, которые способны уничтожить 1 тонну зерна. Сова. Давайте ответим на вопросы. О чем письмо совы? Как убедить людей, чтобы они положительно относились к совам? Какие умозаключения можно сделать, прочитав письмо совы? Напиши словами «тысяча мышей 1 тонну». Письмо совы о том, что они полезны для людей, потому что совы съедают мышей, которые могут вредить зерну и еде человека. Люди должны знать это и к совам относиться с уважением. 1000 мышей, 1 тонну зерна. Упражнение 3. Проанализируй репортаж соната. Друзья, какого-то жука я в лесу повстречал. Он топтал, как бык, и рогами качал. Ни имя его неизвестно пока, но я не забуду лесного жука. Я в городе в библиотеку пойду, жука по рисунку я быстро найду. Давайте ответим на следующие вопросы. Достаточно ли информации в репортаже соната, чтобы узнать про этого насекомое? В каких источниках, ресурсах можно найти дополнительную информацию об этом насекомом? Упражнение 4. Прочитай сообщение на телефоне. Я живу на лугах, и в садах, и в лесах. Я порхаю весь день в голубых небесах. Но живу я недолго, не более дня. Дети, будьте добрее и не ловите меня. Давайте ответим на вопросы. О ком говорится в сотовом сообщении? Какая звучит просьба? Выпиши из текста все местоимения и предлоги. Первое. В сотовом сообщении говорится о бабочке. Второе. Не ловите ее, потому что она живет всего лишь день. И третье. В лесах, в небесах, в садах, на лугах.
Упражнение 5. Сделай общий вывод, что ты узнал из писем, репортажей, сообщений из сотового телефона. Можно ли эту информацию разместить в газете «Лесные новости»? Что дает эта информация людям? Запиши свое суждение. Я думаю, что эта информация... Я узнал очень много полезной и очень интересной информации. Я считаю, что эта информация будет полезна, поэтому обязательно стоит. Из сообщения можно узнать, что бабочки живут один день. Я думаю, что эта информация полезна. Эта информация была для меня очень полезной. Ребята, на этом наш урок окончен. Подписывайся на канал, чтобы не потерять новый урок.